Это программа «Актуальное интервью» в студии Александр Хавренко. 12 сентября в большой прокат вышел новый фильм Дмитрия Давыдова «Нет Бога, кроме меня». Картина уже была представлена на нескольких кинофестивалях, в частности в Выборге на фестивале «Окно в Европу». На этом фестивале исполнитель главной роли Петр Садовников был отмечен спецпризом за лучшую мужскую роль. О новом фильме мы поговорим с продюсером картины Сарданой Савиной. Здравствуйте, Сардана. Здравствуйте, Расскажите о новой драме Дмитрия, потому что первый фильм «Костер на ветру» это тоже был довольно тяжелый, довольно такой драматичный фильм. Но, тем не менее, он получил большое признание. Это случайно так совпало, или у Дмитрия действительно такое восприятие драматической жизни? Первая картина «Костер на ветру», которую Дима выпустил года 2 назад, это была его дебютная работа. И уникальность этого режиссера в том, что он пишет сценарий сам. Вот. И кто-то может сказать, почему опять же драма. Но дело в том, что режиссер сам предпочитает этот жанр, ему это нравится. И все его сценарии, вот то, что он до этого писал, и сейчас вот в процессе у него тоже в жанре драма в основном. То есть он так видит мир, ему это ближе. Ну вот таким образом. Я на самом деле с ним работаю уже на третьем проекте, потому что после «Костра на ветра» у нас был проект маленький короткометражная «Река», который сейчас тоже участвует на кинофестивалях. Ну, такая маленькая драма на 15 минут рассчитанная. И вот эта третья работа, она, конечно, более такая масштабная получилась. Здесь уже привлечением большой команды кинематографистов и с привлечением профессиональных актеров. Вот, кстати говоря, о команде. В этом фильме снимаются профессиональные актеры. Как легко ли было их убедить начать работать с Дмитрием, у которого все-таки нет образования профессионального режиссерского, да? Повлияло ли «Костер на ветру» на то, что они согласились? Ну, вначале, когда вот в процессе вообще развития проекта, когда я прочитала сценарий, я сразу поняла, что в главных ролях должны быть профессиональные актеры, потому что это больше даже не социальная драма, а психологическая драма. То есть только профессиональный актер может это все вытянуть. И поэтому, прочитав сценарий, я предложила режиссеру, что вот давайте посмотрим актеров Сахатеатра. И у меня сразу перед глазами почему-то всплыли именно вот этот актерский тандем Зоя Петровна Багананова и Петр Садовников. И на наше счастье они согласились. То есть, прочитав сценарий, им очень понравилось. И я у них спрашивала, естественно, видели ли вы картину, но оказалось так, что оба они не видели предыдущую работу Дмитрия, да, но прочитали сценарий. Но были наслышаны, потому что мы знаем, что «Костер на ветру» один из самых такой вот успешных в плане фестиваля фильм в якутском кино. Фильм вот уже вторую неделю идет в прокате. Дмитрий своими картинами немножко разрушает границы привычного якутского кино, потому что якутское кино это обычно либо комедии, либо фильмы ужасов. У Дмитрия это драмы. Вот какова реакция зрителей на данный момент? Ну, фильм, конечно, нелегкий для просмотра, он поднимает очень остро социальные, очень актуальные вопросы, вообще отношения, извечные проблемы вот, родителей, детей, да, и очень близок, мне кажется, он для нашего зрителя, потому что, ну, во-первых, история, она произошла здесь, у нас в республике, герои якутские, на родном языке говорящие, поэтому, естественно, зритель по-разному воспринял, но в целом те, кто сходил, они говорят, что это нужная картина, и что она очень актуальна, и как раз вот на злобу дня вот должна была сейчас это выйти картина. Но, возможно, кто-то будет очень рисковать, говорить, зачем такое, вот и так жизнь тяжелая, там, и так далее, да. Я думаю, что Дима, как автор, он немножко, ну, как бы предвидит, то есть наперед озвучит какие-то проблемы, возможно, да, потому что во всем мире, на самом деле, сейчас очень остро стоит проблема эйджинга, это когда население стареет, да, сейчас уровень жизни повышается, и очень много пожилых людей вокруг нас оказывается. Люди, скажем так, не скоро заводят семьи, там, немного детей рожают, поэтому вопрос вот взаимоотношений пожилых родителей и их детей, конечно, она остро стоит не только в нашем обществе, но и во всем мире. И вот с точки зрения вот его как бы с его точки зрения и в нашем обществе, как это все воспринимается. Естественно, история не очень веселая, конечно, грустная, да, но имеет тоже место быть. Поэтому я призываю всех сходить на этот фильм, потому что он разную пищу для размышления как бы, у вас появится. Фильм показывали уже на нескольких фестивалях, то есть для российской публики. Реакция российской публики и якутской публики, она одинаковая или все-таки различается? Нет, она одинаковая, да, одинаковая. То есть, мне кажется, эта проблема стоит по всей нашей стране, не только в нашей стране, даже во всем мире, наверное. Ну, конечно, вот большая премьера у нас была в Выборге, и все отметили, что картина очень достойна, и, естественно, были все впечатлены именно больше даже актерской игрой, чему мы очень рады, что у нас кастинг получился, да, вот Петр Садовников, замечательный актер.
И я могу здесь добавить, что в рамках вот этого фестиваля «Эхо Выборга», а фильм считается как победителем, там их было не очень много, этих победителей, да, этот фильм покажут снова в Москве и в Петербурге. Поэтому есть возможность у земляков, которые там живут, увидеть эти картины вот буквально 26-27 и в начале октября, 3-2 октября. Покажут. То есть, выйдя в прокат в Якутии, фильм еще будет транслироваться в Москве и Да, Санкт-Петербурге, да. а фестивальная судьба на этом закончена? Нет, или... она не закончена. Естественно, мы сейчас будем, мы уже в процессе того, чтобы сделать международную премьеру, да, на каком-нибудь международном кинофестивале, скажем, за рубежом уже. То есть только начинается эта судьба фестивальная этого фильма. Я надеюсь, она будет успешной. А амбиции по выходу в большой прокат в российский, в международных, может быть, странах ближнего зарубежья хотя бы? Это не такое развлекательное, скажем, не сильно такое зрительское, возможно, кино, чтобы оно имело возможность выйти в широкий прокат. Но плох тот солдат, как говорится. Конечно, мы будем работать, если есть возможности выходить по максимуму на различных площадках. Сейчас, на самом деле, вообще кино любое жаждет не сколько даже выйти на кинотеатральный широкий прокат, а вот онлайн-платформах, например. Есть такой тоже вариант. Сейчас мы знаем, что все переходит в интернет, и есть очень много онлайн-платформ, не только в России, за рубежом, да, очень есть крупные, ну, будем пробовать ту сторону, скорее всего. Ну вот смотрите, этот жанр, он, ну, скажем так, не самый кассовый, наверное, да? На ваш взгляд, что сейчас делает кассу фильму? Что надо снять, чтобы заработать? Но все зависит, опять же, первое, на самом деле, не сколько даже в жанре дело, на самом деле, самое главное в истории. То, как ты представишь эту историю. История должна быть очень интересной, охватывать, скажем, умы многих людей, она должна быть достаточно универсальной, да, и неважно в каком жанре, это в хорроре, в драме или в комедии, но главное история, потому что мы знаем сейчас, кризис вообще происходит даже в Голливуде, многие обычные даже обыватели, зрители говорят, что одни и те же истории, вот сиквелы, приквелы и так далее продолжаются. То есть все ищут истории, уникальные истории, и, на мой взгляд, якутское кино в этом плане только на своем как бы начале пути стоит, потому что у нас достаточно много историй, да, если мы начнем как бы брать какие-то ресурсы из нашей культуры, из нашего фольклора и так далее, мифологии, философии, то у нас все впереди. То есть очень что-то интересное для мира мы можем и рассказать, и показать, и предъявить, поэтому все впереди. Угу. Ну вот третий проект у вас с Дмитрием вышел. Планы на дальнейшую работу какие-то есть? Потому что я знаю, что Дмитрий, он, ну, очень, очень творческий, очень продуктивный молодой человек, и закончив буквально один проект, он тут же принимается за другой. Есть уже какие-то планы, наметки? Ну, у него сейчас в разработке тоже один полнометражный фильм. Я не буду говорить, да, какой именно, потом он озвучит сам. Да, естественно, у него планы есть. Он собирается снимать кино, как бы на этом не останавливаться. Он получил поддержку недавно со своим проектом, может, кто читал, Саха Интернет, да, вот у них есть свой фонд, поддержал этот проект. Вот таким образом. Я вот в случае возможности хочу поблагодарить второго продюсера для картины нашей, которая вышла, «Иякям. Нет Бога, кроме меня», Семена Шашигина, это человек, который вот финансировал наш проект. Поэтому я призываю, что вот, бизнесменов, там, людей, которые хотели бы поддержать вообще якутскую культуру, кино, да, то есть есть возможность участвовать в проектах таким образом. И если вам понравится, вы даже можете дальше как бы, вот, развиваться в этом направлении. Но все же хотя бы маленькую завесу тайны нам приоткройте. Следующий проект, Дмитрий, это тоже драма? Или, Это может тоже быть, он драма. нас удивит, это будет комедия? Это тоже драма. Да, это тоже драма. Тоже драма. Хорошо, ну не Дмитрием единым, скажем так, да. Наверняка у вас, как у продюсера, есть какие-то и свои проекты с другими, может быть, режиссерами в других областях. Ну, на самом деле, я продюсер, который занимался изначально продвижением вообще проектов, кинопроектов, да. Наверное, наслышано, что я работала вот с Тойон Кыл, то есть успех, который связан с этой картиной, это непосредственно моя работа была. И сейчас я работаю параллельно с фильмом «Надо мной солнце не садится», Минур Деберкин Хандагирбет. В данное время режиссер Любовь Борисова находится в Иркутске на международном Байкальском кинофестивале. Как раз сегодня будет закрытие, мы будем узнаем результаты этого кинофестиваля. Вот эта картина, конечно, тоже получила очень широкую огласку и тоже участвует на различных кинофестивалях. И с осени у нее начинается большая международная как бы судьба в плане участия на кинофестивалях. И в Европе, мы были уже в Азии, ее ждут в Северной Америке, эту картину. То есть очень много вот, фестивалей. И я надеюсь, что таким образом, опять же, у нас будет выйти возможность более широкую, в смысле найти более широкую аудиторию, тоже будет представлен, возможно, на онлайн-платформах, возможно, даже прокат какой-то. Ну а вот очень многие наши картины якутские, они представлены на международных кинофестивалях и всегда имеют там успех, всегда получают призы.
европейская, американская публика, они относятся к якутскому кино как к экзотике или как к чему-то очень, очень интересному? Почему так получается, что мы практически всегда получаем награды? Да, я вот даже читала комментарии когда-то в интернете, что опять призы, опять. На самом деле не потому, что это якутское кино, оно должно обязательно получить приз. Нет, не так. На самом деле реально картины очень хорошие, крепкие, да. Они очень уникальные в плане того, что, во-первых, это снято где-то в другой, скажем, вот части мира, да. У нас очень интересный и красивый язык, и главное истории. Истории, они, конечно, очень впечатляют людей. Вообще, особенно вот мне самой очень нравится картина «Царь птица», победитель Московского международного кинофестиваля. И я помню, вот председатель жюри, когда выступал на сцене, как он вообще описывал эту картину, что это фактически сказка, это настоящее кино, да, такая вот притча, снятая киноязыком, она очень уникальная, что это на самом деле фактически потерянное вот такое явление, да, которое вот вернулось к нам, он сказал. Вот. И я вот очень рада, что у нас есть такое кино, и что, возможно, вот в таком направлении мы должны себя держать и позиционировать, что якутское кино, оно немножко отличается от всего мейнстрима, который есть в мире, да, и этим он уникален и притягателен, скажем, зрителю. Вот. И призы призами, но мы должны... Дело в том, что вот спортсмены же участвуют на различных чемпионатах, олимпиадах. То же самое есть кино, оно должно быть представлено. То есть режиссер же снимает не для себя это кино, чтобы посмотреть там в кругу своих друзей, а представить его зрителям. Да? Чем максимальное количество людей его увидит, тем лучше. Соответственно, площадки различные, как кинофестивали, это как раз на руку. Это должно быть там. То есть российские фестивали, международные какие-то фестивали и так далее. Своего рода тоже соревнования для них это вот. И таким образом тебя еще замечают в киноиндустрии, какие-то дистрибьюторы, байеры, да, прокатчики, продюсеры, возможно. Поэтому представлены мы должны быть. А то, что призы, ну это я не могу указывать председателям жюри там, и так далее, давайте призы. Поэтому раз они стоят того, значит, поэтому дают призы. Нет, ну это хорошо, это никто не спорит, но получается, что якутское кино, оно такое же самобытное, как, например, корейское кино, как авторский артхаус, например, японский, или вот мы идем в одном Ну, ряду со всеми азиатами. Возможно, да, вот части возможно. Но я бы не сказала, что они прям похожи на все это делают. История развития корейского кино, она уже отчисляется где-то больше 100 лет. В прошлом году они отмечали 100-летие, или в этом году. Вот, возможно, чем-то похоже, но мы должны найти свой путь все-таки. Свой язык и свой путь. Тем и отличаться, и быть замеченным. Большое спасибо, Сардана, за содержательную беседу. Обязательно надо сходить в кино, обязательно надо посмотреть Да, поддержать фильм якутское кино. «Нет Бога, кроме меня». Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью» о новом якутском фильме «Нет Бога, кроме меня». Мы разговаривали с продюсером картины Сарданой Савиной. Всего доброго.